одного-двух. Мирон Барателя – студент Национального исследовательского университета Высшей школы экономики. Он разработал чат-бот для перевода с абхазского на русский и наоборот. По словам Мирона, чат-бот – это достойная альтернатива приложениям, разрабатывать которые труднее и затратнее на сегодняшний день. Разрабатывать отдельное приложение достаточно долго, и при этом сам Telegram-бот обладает всем необходимым функционалом, и у большинства пользователей уже есть Telegram, поэтому им не нужно ничего устанавливать отдельно. Мне показалось это достаточно хорошим решением для того, чтобы сделать бот и доступным, и удобным. Чат-бот-переводчик – это курсовая работа Мирона. Вроде бы самостоятельный завершенный продукт, но, как рассказывает молодой человек, это часть более масштабного проекта. Для того, чтобы реализовать многие задачи, связанные с НЛП, это обработка естественного языка, это является задачей искусственного интеллекта, нужен огромный массив информации на том языке, на котором я планирую создавать проект. Сейчас, на данный момент, на абхазском недостаточное количество объема информации. И для того, чтобы нарастить, можно как раз использовать этот переводчик и получить значительно больше объем информации. Например, за один день можно получить такой объем, хоть и не настолько высокого качества, сколько за всю историю абхазского языка не было написано. Глобальная цель Мирона – уберечь абхазский язык от исчезновения. Для айтишника один из способов сделать это – увеличить объем контента на абхазском языке во всемирной паутине. Причем участвует в наращивании этого контента каждый, кто пользуется этим переводчиком. Да, он старается предоставить несколько вариантов, если есть такая возможность, и показывает вероятность каждого из этих вариантов. Она основана на том, насколько модель уверена в том, что данный перевод правильный. Также есть функция «Исправить перевод». Это в том случае, если перевод неправильный, и вы знаете, как сделать лучше, можно воспользоваться им и указать верный ответ. Как рассказывает Мирон, абхазский контент в интернете имеет ничтожный объем. В тот период, когда он проводил количественный анализ, информации на абхазском нашлось на 1 гигабайт, когда только англоязычная Википедия занимает объем в 100 гигабайт. В интернете, если брать все данные, вне зависимости от того, есть ли на них русский перевод или нет, менее 1 гигабайта. Сейчас, с учетом синтетических данных, я собрал около 5 гигабайтов. Это достаточно качественные данные, диалоги, для того, чтобы в дальнейшем их использовать для улучшения качества. Это очень мало, да, насколько я понимаю? Уже нет. Например, даже только английская Википедия, только этот один сайт на английском языке имеет 100 гигабайтов. Абхазские все источники менее 1 гигабайта. Так что это определенно колоссальная разница. Более 600 человек уже пользуются чат-ботом-переводчиком. И чем больше раз в него заходят, и, что самое главное, вносят коррективы, это предусмотрено его функционалом, тем больше абхазского языка становится во всемирной паутине. А как известно, что попадает в интернет, не исчезает никогда. Марьяна Котова, Валерий Квиквискири, Абаза ТВ.